В Магасе прошла встреча Юнусбека Евкурова с полномочным представителем Ингушетии в Ставропольском крае Баширом Даурбековым. Обсуждались результаты работы представительства, достигнутые за последние месяцы. Так, по словам Даурбекова, в этом году наша республика была впервые представлена на дне Ставропольского края как самостоятельный этнокультурный пласт. В октябре совместно с преподавателями Пятигорского медико-фармацевтического института в общеобразовательных заведениях Ингушетии была проведена акция «Спаси жизнь». В дальнейшем предполагается пополнение базы наших партнеров Пятигорским государственным и Ставропольским медицинским университетами. Юнусбек Евкуров выделил направления, по которым необходимо усилить работу представительства, в их числе ведение учета переменного состава наших земляков, находящихся в Ставропольском крае. Речь идет о студентах, военнослужащих, предпринимателях и приехавших на лечение людей. Это необходимо, чтобы всегда владеть ситуацией и быть в курсе моментов, когда нужно вмешаться и помочь. Также Юнусбек Евкуров призвал руководителей общины перенимать успешный опыт ставропольчан в спортивных дисциплинах, культуре, образовании и стимулировать наших земляков развиваться в этих направлениях. В завершении встречи руководитель субъекта поблагодарил полпреда за проводимую им работу и гарантировал поддержку всем конструктивным идеям и предложениям. Недавно День края у нас прошел, это как отдельный пласт у нас, вот именно как самостоятельная этническая культура, потому что раньше мы проводили ее обоюдно с другими этносами. И работа с органами власти налажена. Также много задач, которые мы перед собой поставили. И с вашего разрешения, да, Эндель, мы планируем вам проект для подписания губернатора и вас о соглашении взаимодействия в разных сферах. На контроле надо держать, там, где необходимо сесть, помочь. И в больнице там место выделить, там что-то надо помогать по мере возможности. У вас там свободных денег нет, и вообще да, вы на общественных началах, и все это должны понимать. Надо посмотреть, в каких общественных проектах, в каких мероприятиях вы должны участвовать. Должны участвовать везде. Я проверял, смотрел национальный двор. Надо уже понимать, каждый субъект представляет свой регион, свою культуру, свои традиции, свои обычаи. И каждому региону ставится оценка. На это обращать надо внимание, в этом ничего нет плохого, не надо этого стесняться. Вы представляете республику, и надо сейчас уже не ждать следующего года, уже сейчас. У нас в крае есть наши предприниматели. Каждому дать поручение. Мы были на дне Ставрополя, вот здесь тоже надо смотреть, когда вот такие праздники происходят, День столицы там, или День края, там еще что-то, надо делать заявку здесь и направлять туда артистов, чтобы наши артисты от республики тоже могли выступить, это тоже имидж. Это очень большая поддержка, да, будет, конечно. Плюс студенты, которые там находятся, их надо взять на контроль. Я еще раз повторяю, надо смотреть, те студенты, которые перепутали ориентиры, их надо профилактировать. Надо приглашать родителей, надо смотреть. Нельзя допускать того, чтобы один студент, который там перепутал ориентиры, портил тех, кто уже с ориентиром идет на учебу или по учебе. Жалко ребят все-таки, поэтому здесь очень серьезно смотреть за этим делом. Ну и постараться максимально контролировать, проверять, особенно там через коменданта в общежитии, как в общежитиях живут, как себя ведут, как учатся в конце концов. То, что вы говорили, проекты по вузам медицинским, и это тоже нужно. Серковский федеральный университет, там вот и контакт должен быть. То есть везде должен быть контакт. И в том числе ребят, которые служат в воинских частях, тоже надо их учитывать, с командирами частей телефон свой дать, малейшие там какие-то проблемы или там плюсы, минусы, чтобы вам звонили. Вы должны участвовать. Ну, особенно, еще раз подчеркиваю, тех ребят, которые находятся в местах заключения. В Ставрополе есть уполномоченный прав человека, и у нас есть уполномоченный прав человека. Пригласите его, состыкуйтесь, втроем садитесь, подпишите какое-то соглашение и участие в судьбе каждого нашего земляка, который находится в местах заключения. И если притесняете его каким-то вещам, то уполномоченно привлеките для разбирательства. Помощь нужна, оказывать помощь, то есть какую-то поддержку, чтобы они понимали, что где бы они находились, они наши граждане.